глава о достоинстве такого деяния, как ускорение ифтара. А также эта глава рассказывает о том, чем нужно разговляться, то есть чем делать ифтар и что говорить после ифтара. Хадисы, которые здесь приводятся, их несколько. Хадис первый от Сахля ибн Са'ада, ради Аллаху та'аля анху, анна Расул Аллахи саллаллаху салям кал, ла изалю насу бихайрин ма'аджалю фитр. Муттафакун алейх. Пророк саллаллаху салям сказал, люди будут пребывать во благе, в добре, до тех пор, пока будут ускорять ифтар. Муттафакун алейх, то есть приводится у обоих имамов. Ускорять его, то есть делать его что? Как можно раньше, то есть в самом начале времени его, не откладывая надолго. Следующий хадис ан Аби Атия قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها. Абу Атия сообщает, что я вместе с Масруком, Масрук один из табиев, да, пришли к Аише رضي الله تعالى عنها. فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يعلو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. И Масрук спросил у Аиши رضي الله تعالى عنها. Вот, говорит, есть два человека. Оба сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И оба такие люди, что стремятся к совершению добра и ни в чем не упускают возможность совершить благо. Но один из них ускоряет ифтар, то есть рано делает ифтар, сразу после захода солнца. И рано делает магриб, то есть сразу в начале времени его, да, вечерний намаз магриб. А другой, наоборот, откладывает магриб, немножечко, да, на попозже, и откладывает ифтар на попозже. فقالت من يعجل المغرب والإفطار قال عبد الله يعني ابن مسعود. Айша спросила тогда, кто это тот, который ускоряет ифтар и ускоряет намаз, то есть раньше делает, да, в начале времени намаз магриб. Это кто из них двоих? То есть мудрость Айши радаллаху та'аля. Он спрашивает, кто из них тот, который ускоряет. Да, и говорит, сказали, это Абдулла ибн Мас'уд. То есть передатчик не понимает, а кто тот второй. Хорошо. Абдулла ибн Мас'уд, тот, который ускоряет. Факалет, хаказа кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ясна. И Айша тогда сказала, вот так вот именно делал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть сделал, как Абдулла ибн Мас'уд радаллаху та'аля. Следующий хадис от Абу Хурейры радаллаху та'аля анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله وحب عبادي إلي аджалум фитра, хадис Хасан. Сказано, что говорит Аллах Субхану ва Тааля, что наиболее любимые рабы для меня, которые делают раньше фитр. Термизи говорит, что хадис хороший. Следующий хадис от Умара ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху Тааля ан, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Умар ибн аль-Хаттаб сообщает, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что когда ночь идет с той стороны, то есть со стороны востока, да, а день уходит в ту сторону, то есть в сторону запада, وغربت الشمس, и садится солнце, فقد أفطر الصائم, то наступает время ифтара для саима, для постящегося. То есть постящийся должен делать ифтар. Другой хадис от Абдулла ибн Аби Ауфа قال سيرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. Абдулла ибн Аби Ауфа сообщает, мы шли, то есть были в пути вместе с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, он был постящимся. И когда село солнце, он сказал одному человеку, «Я фулян инзиль фадждах лана». Сказал, вот такой-то, спустись со своего животного, да, и нам, приготовь нам савик с водой. Хорошо, савик это такое блюдо с водой, помешай его нам, чтобы сделать ифтар. Тот человек сказал, «Я Расуль Аллах, левам сейт». Он сказал, посланник Аллах, может быть, надо подождать вечера чуть-чуть, чтобы еще попозже стал. Инзиль фадждах лана. Нет, спустись и помешай нам этот савик с водой. А человек опять говорит, «Инна алейка нагара». Но ведь еще день, еще как бы, да, еще только вот солнце село, еще день. Пророк саллаллаху опять сказал, «Инзиль фадждахляна». Нет, спустись и сделай это. И тогда человек спустился и приготовил им, пророк саллаллаху выпил то, что он приготовил, а потом сказал, «Иза раитуму лейля кад акбаля мин хагуна, факад афтара саим». Если вы видите, что с той стороны, со стороны востока уже наступает, приходит ночь, все, значит, саим, постящийся, все, наступает время его ифтара. И показал рукой в сторону востока. Следующий хадис от Сальмана ибн Амир ад-Дабби, сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который передает от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал: «Иза афтара ахадукум фалюфтар аля тамр, фаилям яджид фалюфтар аля ма, фаиннаху тахур». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда кто-то из вас делает ифтар, то пусть разговляется финиками, если не находит финики, тогда водой, потому что вода, она чистая и очищающая. И последний хадис в этой главе от Анаса радаллаху та'аля ан, который сказал: «Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юфтару кабля юсалли аля рутайбат».
сообщил он о нас, что Пророк ﷺ делал ифтар до намаза магриб, да, рутабат, то есть несколькими рутаб. Рутаб — это финики, которые еще вот желтенькие на дереве, они еще только свежие, да, несколькими свежими финиками. Если не было свежих этих фиников, тогда тумайрат, тогда несколько сухих фиников, тамар, хорошо. Если их не было, тогда брал пригоршни воды, да, и разбавлялся водой. То есть эта вся глава посвящена каким вопросам? Вопросам, что нужно раньше делать ифтар, не откладывать его. Хорошо. То, чем делается ифтар, то есть нескольким вопросам. Первый вопрос какой у нас? Это что надо делать ифтар раньше, в начале его времени. То есть, как только садится солнце. Но при условии, что солнце, конечно, должно сесть. То есть не раньше захода солнца. Потому что Пророк ﷺ что говорит в хадисе Умар ибн Хаттаба, что когда со стороны востока идет ночь, а день уходит в сторону запада, и когда садится солнце, то нужно делать ифтар. И если человек сразу, как только садится солнце, делает ифтар, то это правильно. Даже если еще как будто бы светло, ему кажется, что как будто бы еще вроде день даже, да, и как будто еще ему кажется, там на горизонте не совсем исчезли лучи солнечные. Но если солнечный диск уже исчез за горизонтом, хорошо, то есть состоялся заход солнца, тогда нужно делать ифтар, и нужно спешить с ифтаром, потому что это сунна Пророка ﷺ, выраженная как в словах его, так и в его действиях. Что касается его действий, то это хадис Аиши радаллаху та'аля, который мы прочли, да, когда Масрух пришел с Абу Атия, да, к Аише радаллаху та'аля, и спросили про двух человек, из подвижников, который один откладывал ифтар и магриб, второй делал его рано, и она сказала, что тот, то есть Абдулла ибн Мас'уд, который делает это рано, тот поступает согласно сунне Пророка ﷺ, так как делал Пророк ﷺ. Что касается сунны, выраженной в словах Пророка ﷺ, то первый хадис, который мы прочли, это хадис Сахля ибн Саада, что люди будут пребывать во благе до тех пор, пока будут делать раньше ифтар, не откладывать ифтар, будут пребывать во благе. Почему? Потому что это значит, что люди следуют сунне. А когда люди следуют сунне и опережают друг друга в следовании к добру и в следовании Пророка ﷺ, то они будут оставаться в благе. Причина слабости сегодняшней уммы — это что? Оставление сунны Пророка ﷺ. Поэтому Аллах Субхану Тааля наслал на эту слабость и не уберет ее от нас до тех пор, пока мы не вернемся к нашей религии. Если же люди откладывают ифтар, хорошо, как бы и не спешат к этому, то это на самом деле не является благом, и на самом деле это зло. Потому что так поступают рафидиты. Рафидиты — это правильное название кого? Шиитов, да? Шииты, это они себя так называют, мы же называем их рафидиты, те, которые противоречат сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они наоборот откладывают ифтар на позднее время. У них условия ифтара — это когда появятся звезды на небе. Вот когда появились знаки зодиака и звезды на небе, вот это самое время, они говорят, для ифтара, и нужно делать ифтар. Это обычай шиитов. Они, во-первых, тем самым лишаются награды Аллаха Субхану ва Тааля за следование сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. А во-вторых, мучают свои тела. И себя лишают возможности, которые дал им Аллах Субхану ва Тааля. Если ты, как правило, постящийся, хочет пить, хочет есть, зачем ты себя мучаешь, если в этом нет толку, а только мучение для твоего тела? Во-первых, а тем самым еще помимо этого лишаешь себя награды за следование сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. А потом вторая часть вопроса здесь — это то, чем лучше разговляться. И сказано, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям разговлялся, и лучше всего разговляться свежими финиками, конечно, если их найдешь. Если не найдешь, тогда тамар, то есть сухими финиками. Если нет, тогда водой. И сказано в хадисе, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ел совсем малое количество этих фиников. То есть немножко фиников, либо свежих, да, если нет, тогда сухих. Почему? И так лучше. То есть человек, когда делает ифтар только, то, что у нас называется открывает рот, хорошо, то не следует ему сразу есть много. Потому что желудок еще пустой. И если ты сразу начнешь есть, хорошо, то это навредит тебе, повредит твоему желудку. Нужно есть потихонечку. Сначала чуть-чуть, потом отдохнуть, потом еще чуть-чуть. Хорошо? То есть, когда открываешь рот, вот это ифтар делаешь, тогда немножечко. А сразу садиться за ужин, как мы зачастую делаем, хорошо, и наполняем желудки, а потом страдаем от этого, это не соответствует сунне Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, желудку надо давать чуть-чуть, потому что он пустой. Потом можно еще чуть-чуть. Как делал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Чуть-чуть фиников или чуть-чуть воды. Альхамдулилля. Финики, они очень полезны, как говорят врачи, при разговлении именно. Очень полезны для желудка. Потому что они обладают таким свойством, содержат такие виды сахаров, которые очень быстро всасываются в кровь, как никакие другие. Хорошо? И сразу дают какое-то чувство человеку насыщения. Хорошо? Сразу питают
кровеносные сосуды питают кровь человека сразу. Если нет, тогда водой. Почему водой? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям объясняет. Потому что она тагур, она очищающая. То есть первое, если ты пьешь воду, она очищает тебе твой желудок, и она очищает тебе печень. Это тоже очень полезно поэтому. Если нет ни того, ни другого, ни третьего, тогда что есть из съестного или из того, что нужно пить, значит этим должен разговляться. А если вообще ничего нет, например, человек где-то едет, да, в каком-то месте, где невозможно ничего найти поесть, как тогда быть? Некоторые говорят, люди, значит, возьми свой палец и начни его сосать, хорошо, это значит, все, сделай ифтар, разговление, да. Другие вообще говорят, плюнь куда-нибудь, потом свою слюну выпей, хорошо. Это все неправильно, это ошибка, хорошо, не имеющая никакого довода под собой. Правильно, что в таком случае ты должен просто сделать намерение. Не, что ты уже все, делаешь ифтар. То есть все, с этого момента я прекращаю пост, намерением своим. Как только Аллах Субхану ва Тааля даст тебе возможность найти еду или питье, сразу это выпьешь или съешь, и это правильно.